Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас первый урок. Я хочу, чтобы все приготовились к уроку, достали все, что необходимое, открыли тетради. Записываем сегодня 6 апреля. Классная работа. Тема урока Александр Бек, Волоколамское шоссе. И кто сейчас, вы должны подключиться к сайту Classroom, а кто сидит, значит, на WhatsApp, будьте готовы, потому что я сейчас вам буду давать задания, которые вы должны выполнять и отправлять мне по сайту Classroom и по WhatsApp. Ребята, цели нашего урока таковы. Владеть словарным запасом, включающим эмоционально окрашенную лексику, термины, формулировать проблемные вопросы и отвечать на вопросы, излагать сжатое содержание текста на основе прочитанного материала, выбирать и использовать глаголы совершенного и несовершенного вида. Так, ребята, действительно мы в третьей четверти с вами проходили, да, глаголы. Мы знаем 3 наклонения глагола, знаем, что такое глагол, поэтому повторите, кто забыл, потому что задание будет по глаголу. Так, теперь готовьтесь к выполнению заданий. На эти вопросы вы будете отвечать и отправлять по WhatsApp и по сайту Classroom. Первый вопрос. Кто из вас любит историю? Пишите «да» или «нет». Знает ли кто-нибудь из вас, что было в 1941 году? Да, правильно ответили. Значит, наш раздел называется, ребята, «День Победы». Вот. Почему мы должны помнить День Победы? Об этом сегодняшний наш урок. Ребята, когда мы произносим слово «война», это самое страшное слово, которое приносит человечеству горе, разруху, смерть, страдания, слезы. И поэтому мы никогда не должны забывать те события, которые произошли именно в эти годы. И сегодня мы с вами познакомимся с творчеством Александра Бека. И, ребята, вы знаете, что мы ежедневно празднуем День Победы. И это победа, великая победа. И сколько бы лет ни прошло, люди с Земли снова и снова будут возвращаться памятью к этой победе. Более 1000 писателей, именно, ребята, писателей, ушли на фронт. И свыше 400 не вернулись домой. Писателем-фронтовиком был и Бауржан Момушулы, герой Советского Союза, командир дивизии под командованием героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова. И о подвигах Бауржан Момушулы написано немало книг. Самое известное произведение – это именно повесть Александра Бека «Волоколамское шоссе». О героизме советских воинов в деревне Матронина. Главным действующим лицом этой повести был офицер-панфиловец, герой обороны Москвы Бауржан Момушулы. Александр Бек создал эту книгу по его рассказам и воспоминаниям. И действительно, ребята, вы знаете, что столица Москва – это была столицей Советского Союза. И, естественно, фашистская Германия хотела захватить именно Москву. И поэтому все свои силы она направила именно на Москву. И представьте себе, какая страшная битва была. Эта битва была не на жизнь, а на смерть. Так, вот теперь сегодня ты узнаешь, кто такой Александр Бек,
который посвятил свое произведение Великой Отечественной войне. Познакомишься с главными героями повести «Волоколамское шоссе». В этой повести рассказывается о подвиге героев-панфиловцев, погибших в бою с фашистами под Москвой. Героем, повествователем, я еще раз повторяю, был кто? Правильно, Бауржан Момуш-Улы. Так, вот, ребята, портрет Александра Бека. Вот. Он родился, значит, в 1902 году и умер в 1972 году. Вот. Сейчас я хочу, чтобы вы в учебнике, у вас есть, значит, статья о творчестве Бека. Я хочу, чтобы вы сейчас составили кластер и отправили мне по Classroom, по сайту и по WhatsApp. Даю 2 минуты. Вот. Это, значит, как вы думаете, на второй фотографии кто? Посмотрите внимательно. И на третьей. Ответьте мне и запишите фамилии. Еще раз показываю. Бек хотел рассказать о битве под Москвой, которая проходила в октябре, в ноябре 1941 года. Значит, посмотрите, именно эта битва, значит, когда была? В октябре и в ноябре в 1941 году. Даже вот в 1941 году Гитлер хотел уже захватить Москву. Это у вас написано в учебнике, вы прочитаете дома. И когда фашисты рвались к Москве, нанося удар вдоль Волоколамского шоссе, в дни битвы под Москвой Бауржан Момуш-Улы был старшим лейтенантом. Спустя 2 года он стал гвардии полковником. И, значит, эта дивизия, действительно, это герои, которых мы не должны никогда не забывать. И действительно, эта битва сыграла решающую роль в ходе Великой Отечественной войны. С этого дня немцы начали отступать. Эту историю рассказал автору Бауржан Момуш-Улы. Так, теперь ответьте вот на такие вопросы и сразу отправляйте ответы. Как познакомился Александр Бек с Бауржаном Момуш-Улы? Потому что я вам заранее отправила СМС, чтобы вы прочитали Волоколамское шоссе. И, пожалуйста, найдите и ответьте. Не волнуйтесь, у нас этот урок рассчитан на 3 часа, поэтому отправляйте задание, я буду проверять и, значит, отправлять вам ваши, значит, баллы. Найдите в тексте портрет главного героя. Какие черты внешности писатель подчеркивает в его портрете? Какой наказ дал Бауржан Момуш-Улы писателю? Вот на эти вопросы, как в беседе с Беком проявился его патриотизм. Так, отвечаем и отправляем. После того, как вы прочитаете, значит, отрывки из этой повести, дома, пожалуйста, составьте простой план. Вот. И составьте сенквейр к слову «война». Это у вас будет домашнее задание. Ребята, спасибо за внимание. До свидания. До следующей встречи. Сейчас все работаем и отправляем ответы на задание.